О, ничего себе, какого бычару поставили, а? Мощного. Угу, ни черта себе. Натуральный. Бычара, производитель. Вот тут рядом Саха-Энерго. Вот хороший памятник, смотрите, какой можно подойти, сфоткаться. А мы идем в сторону речного вокзала. Короче, давно я тут не ходил, где-то с год. Вот, направляемся к речному вокзалу. Видим, что речной вокзал реставрируют или ремонтируют. Там что-то вообще масштабно идет. Ну, сейчас поближе приблизимся. И здесь что-то тоже какие-то изменения. Почистили. Тут забор был, что-то не видно его. Тоже и с этой стороны. С этой стороны вроде бы все так же. Вот тут дом, что-то крышу тоже делают, что ли. Или что. А вон там Ленские высоты написано. На этом доме. Я вспомнил. Ленские высоты, вот дом написано. Там же какой-то микрорайон будут строить. Или строят уже вот где-то там, в сторону грузового порта. Да, смотрите. По-современному уже будет. Смотрите, как делают типа мрамор. Там, понимаете, какой-то стекло и бетон. Вообще крутейший. Видим, вот я пришел в речпорт, видим, что уровень реки очень высокий. Смотрите, уровень реки какой. Вот. Смотрите, вот аж до сюда дошло у нас. Вот до сюда уже вот аварийный причал, но там льдины затекли. Ой, зашли. Как тут приблизить-то? Что-то светло, ничего не видно. Вон льдины видно, да? О, вот такой вот уровень воды. Говорят, еще вода прибывает. Паромы вон где стоят. Ну, еще уровень-то высокий, как бы низкий. В этом году, видать, все нормально будет. Ну, топит обычно до сюда вода. Там льдинки. Вот льдинки. Ну, немножко льдинок здесь, немножко. Закрыт. Вот таким вот образом. Ну, причал он аварийный, еще там какие-то древние вот эти бревна еще разрушились, поэтому сейчас в другом месте причаливают. А речпорт, да, хорошо, красиво ремонтируют, делают. Небольшая панорамка. Вот так сейчас все выглядит. Сейчас вот поэтому пройдемся. Как это? Фу. Намытая дамба, короче. По ней пройдемся, прогуляемся. Уже теплоход Рукавишникова стоит вот здесь. Переправа на ту сторону реки Лены. Рукавишников. Вот этот теплоход плавает туда. Там же у нас железная дорога. И поэтому, чтобы с Якутска по железной дороге, надо сначала переправиться. И вот как только река проходит, сразу начинают теплоходы ходить. Четвертый причал. Вот. Ну, вода прибывает, да, но не столь критично. Еще верба тут, смотрите, у нас верба. Вот здесь вот Михаил Светлов, там и Демьян Бедный вроде бы должны стоять. Это наши прогулочные теплоходы по линии. Вот какая красота. Смотрите, еще снимаю для вас специально. Вышел. Вот эти два красавчика. Здесь стоят они. Михаил Светлов, Демьян Бедный. Еще, по-моему, с Советского Союза они плавают по реке Лени. Круизы. Вот на них мы катаемся. Ну, гости тоже, кто в республику приезжают на этих шикарнейших теплоходах по Ленине плавают круизы. Пойдем дальше. Тут вот такой заборчик, как бы вот такой вот открытый. Но там все равно не пройдешь, потому что там трубы вот с этого водоема сюда трубы, и там все равно никто не проедет. Здесь вот такой вот причал есть. Но мы видим, что здесь, смотрите, льда-то и нету. Вот там только
где-то вдалеке. Вот вроде бы там лед есть. Интересно, вот это по этой трубе вода получается сюда, да? Запускают, и там рыбаки стоят, рыбачат. Видать, вот тут ТЭЦ, и вода-то теплая, они тут рыбка-то водится. Хотя какая разница, в какой воде рыбы, они же зимуют. Точно. Так, вот такая преградка. Я уже не знаю, они что вообще жестко поставили. Как ее перелазить, я не представляю. Под ней как-то придется тогда на корячках. Ну, ладно. Пришлось ползти, блин, ё-моё. Вот там не рыбаки. Что-то, видать, ловят. И вот они вдоль всего берега. Рыбаки у нас. Давайте я приближаю. 10 крат много. 5 крат. Вот так вот, видите, да? Рыбаки. Да, смотрите, рыболовы приходят, рыбку ловят, на машинах приезжают. Тут такая зона-то хорошая, тут воздух чистый, чайки вон. И мы сейчас, смотрите, проходим прямо под линией электропередач высоковольтной, которая идет в заречные районы. Там гравий разровняли, а то в том году тут такие кучи были, навезли, лежал. Сейчас вот все выровняли. Слушайте, там вот слышу я шум моторов. Сейчас туда сходим. Отсюда переправа через реку Лена на тот берег. Поскольку еще лед полностью не прошел, значит, у нас поэтому вот на суднах, на воздушной подушке туда можно переплавиться, переплыть. Сейчас поближе подойдем. Тут чайки. Давайте остановимся на минуту. Чайки летают. Ух, ветерок небольшой, но небольшой ветерок. И причем я вижу вот эти вот рыбаки, они тоже вот там вот. Вот видно, да, их? Вот. Ну, видать, кто-то что-то тут ловит. Смотрите, прямо вот от памятника отходят, и там что-то они ловят, да? Ловят, надеюсь, сидят. Просто сидят. Или дети там, не поймешь. Здесь на самой дамбе тоже люди стоят, что-то ловят, видать, с удочками. Не сказал-то я вам, какой сегодня у нас день. Сегодня у нас 19 мая 2024 год уже. Представляете? 2024 год. Город Луцкий. На данный момент вот такой уровень воды на реке. Вот здесь вот я вам показываю панорамку. В той стороне речной порт, откуда мы и пришли. А тут шлагбаум закрыт, чтобы не ехали машины. Но они все равно вот посюда, смотрите, ездят вот посюда, по этой дороге насыпной. На дамбе тоже изменения. Тут, смотрите, забор этот снесли. Забор снесли, дорога тоже что-то делается. Но это, видать, к играм Дикой Азии что-то делают. Во! Без забора-то какая красота. И вот оттуда вот эти вот на судно на подводной подушке ездят. Такой уровень воды. Раньше можно было тут, по-моему, пройти, но сейчас вот тут затоплено и как-то надо посюда проходить. Ну, сейчас попытаемся. Просто. И вот там вот. Поскольку у нас моста нету, то переправа через реку вот осуществляется с помощью вот таких вот плавсредств. Ходим такими путями. Тут тоже что-то делают. Какую-то стенку сделали насыпную. Тут можно перекусить, если хотите. Что-то тут было и снесли. Тут, я помню, заборы, что-то нельзя было проходить. Короче, глобальные какие-то работы идут. То есть меняние тоже вот района дамбы. 202 микрорайон.
Здесь у нас городской пляж находится. Вот такие вот работы, что-то тут делают. Но проход, в общем-то, свободный, можно спокойно зайти. Вот тут эти вот катера на воздушных подушках, поскольку мост через реку еще не построили. Вот мы пока плаваем вот на таких плавсредствах. В них можно и по воде, и по льду, и по торосам плыть. Поэтому, в общем-то, если раньше, когда ледоход был только с помощью малой авиации, вертолетов там можно было, то сейчас, в принципе, вот на такой технике переправа идет. Вон там видим какой-то сюда, видать, подплывет катер, несется. Ух, штуковина, видите, да, какой у него пропеллер мощный. Так, давайте приближаем. Ставлю на 5-кратное увеличение. Вот он. Ух, машина. Куда он, интересно, причалит? Там повыше поднимемся. Лучший вид-то будет, наверное. Вон туда куда-то в район. Это там причал. О, где-то там он паркуется. Вот машина. Сейчас нам надо вот сюда вот подняться. Смотрите, спортивная, тренажерная. Вот этим жителям очень удобно здесь. Сразу вышли и спортом можно позаниматься, побегать. Тут воздух чистый. Смотрите, это вон куда. Тут забор, кстати, сделали вот такую сеточку. В принципе, он просто сюда причаливает. И он прямо на берег может вырулить. Вот смотрите, как он выруливает на берег. Ух, машина-зверь. Хивус. И разворачивается. Л-14 что-то. 415 Хивус. Красавчик. Вот. Ну, я вам хочу что сказать. Это не река Лена еще. Это у нас протока. Одна из проток, которая возле Якутска находится. Вот дамбой в 60 каких-то годах. Смотрите, льдинка какая тут. И сама река-то там дальше, за этим островом. Остров этот большой. Поэтому река в районе Якутска, вот там видно берег противоположный гору, Нижний Бестях. До туда несколько километров. Ой, я чуть не свалился. Смотрите, тут такой вот гравий. Фух. Чуть не улетел. Ух, смотрите, льдины. Короче, не удалось мне в этом году льдинки пофоткать. Они тут раньше выходили. Вон там в районе этого пляжа. Прямо. И можно было на них залезть и пофоткаться. А в этом году что-то их не видать. Так что вот можно сюда прийти, здесь сесть и посидеть, воздухом подышать. Да, мост у нас вот все уже договорились строить. Там уже проектные все это работы идут. Подготовительные. Значит, соответственно, в районе Табаги будет мост через реку. Хотели еще этот мост со времен Советского Союза строить. Вот уже сколько лет прошло. Вот только сейчас реализуют. Вот льдинки. Такие вот тут маленькие льдинки. А напротив вот там лодочная станция. Сегодня воскресенье. Как я уже говорил, 19 число. Людям завтра уже на работу, в принципе, хотя день хороший, солнце, солнечный денек. Вот тут можно и посидеть, в принципе, в городе. Надо вот такая с нами рядом великая река.
могучая, одна из самых длинных рек в Евразии, 4400 километров, река Лена. Берет она свое начало от озера Байкал недалеко, там в нескольких километрах. А впадает оно в Северный Ледовитый океан, в море Лаптевых. Вот 4400 километров, чисто длина реки, без притоков там всяких, как в других там реках считают. Чисто река вот такая длиннющая, широчайшая, могучая. Стихия против стихии сложно что-то противопоставить. Но человек все равно умудряет стихию даже обуздать, обуздывает стихию. У нас река вот чистая, очень чистая река, не загаженная. Вот где я там, в Новосибирске был, так я не знаю, там что за это опь такая грязная. Ну, конечно, плохо не говорят, но я просто сравнил. Чайки летают, видите, да? Что-то она схватила, что ли? Просто я сравнил и понял, что у нас очень тут чисто и хорошо в Якутии. Главное только, конечно, не загадить производством и так далее. Давайте поднимемся сюда. Опа. Вот так вот идем, поднимаемся. Тут, кстати, летом он там дальше и пляж, он как бы не санкционированный, но все равно бывает. А основной пляж он вот с той стороны. Там сейчас что-то делают, видать, в лучшую сторону будут изменения. Какие-то там глобальные работы происходят, вы уже увидели. Я поднялся сюда наверх, увидел вот там льдинки. Сейчас мы к ним подойдем. Вот они. Мы подойдем поближе. Ой, даже можно наступить на какую-то из льдинок. Еще тут они не растаяли полностью-то. Вот. Смотрите. Звук какой. Она, слушайте, твердая. Как это ломает, как стекло. Кто любит так. Ну, обычно лед, который где-то на лужах, он так прикольно ломается. А тут мне, по-моему, не дойти до сюда. Смотрите. О. Вот так вот. Фух. Крайне не рекомендуется на эти льдины выходить, потому что она обрушится, и вы в холоднючей воде ледяной будете. Еще льдинка лежит. Льдинка, растай. Они потают уже. Небольшие. Тут вообще выносило тогда льдины. Тут здоровенные они были. Там по метру толщиной. А что-то какие-то одно название. Куда льдины делись? Прошли стороной или уже растаяли? Не пойму. Это сколько летает, а? Смотрите, видать, рыба есть? Что, неспроста же здесь летают чайки-то. Видать, тут рыбка есть какая-то. Вот еще льдина. Так мы-то с вами так льдин тут найдем. Я думал, тут большие будут, они вон всего ничего. И вот они, когда лежат, тают, они так, капель с них, и они вот так вот рушатся, и такой звук. А, вот видно здесь, кстати, капает. Сейчас поближе приближу. Вот видно, да? Капельки наклевываются. О, вот так льдинка и растает. В этом году, кстати, раньше начался у нас ледоход, чем в прошлых годах.
Ну и везде по стране что-то теплее стало. Где-то на неделю или на 2 даже. Короче, какое лето будет, еще посмотрим. А пока любуйтесь, вот. Будете летом вспоминать холод. Вот такой вот, когда вы там будете в душных помещениях от жары не изнемогать под кондиционерами. Хорошо, если у вас будет работать. А так будете вспоминать вот лед. Хорошо бы вот такой холодильник залезть. Ледика, да. Да, вот что лучше, жара или холод, выбирайте. В холод можно одеться потеплее, да, там шапку одеть, там обогреватели включить. А летом-то жарко 30 градусов, там 35, под 40 где-то доходит. Что делать? Только кондиционер, спасаться или куда-то в тень какую-то. А у вас в тени будет плюс 35. И что делать? И что делать? Не знаю. Лучше, по-моему, вот кто привык в таком климате жить, России, да, умеренный климат, холод, лучше вот когда прохлада, ее можно как-то спастись. А от жары сложно. Сложно, надо кондиционер и так далее. Так, ну все, тут вылазить уже надо. Там я не вижу, чтобы... Ну, там если дальше где-то. Но сейчас надо туда вот подняться. В районе 200... Это мы 203 микрорайон намывные. Пески. Вот представляете, вот это где я сейчас хожу. Этого ничего не было. Тут река текла. Река. Представляете, да? Человек сколько песка намыл сюда. И на этом песке здания построил. Такие шикарные. Такие вот шикарные здания здесь. Здесь, кстати... Смотрите, кафешка, что ли, Дейли кафе. Вот, за 10 минут накормим. Площадочка тут аккуратненькая, вот такая вот. Как туда зайти, только тут, что ли, проход. Или там надо обходить. Ну что, хорошая у нас сегодня с вами прогулочка получилась. Погуляли вот, сходили, посмотрели на реку, какой уровень воды. Но пока на сегодняшнее 19 число он вроде как прибывает. Вот смотрел сегодня утром, поэтому надо будет следить за ситуацией. Если что-то будет еще повышение, надо будет идти поснимать. Как что. Ну так в целом паводок проходит нормально, без каких-либо осложнений. Там местами есть, конечно, как обычно. Ну, в Якутске все прошло. Все окей. Какой же тут воздуха хорошая. Машин когда нету. Вот эти бы еще катера тут. Но смотрите, вот на таком катере вы на остров какой-то уезжаете или куда-то, и там вообще идеальная тишина. Но по линии все равно вот катера ездят, конечно. От этих моторов шум еще тот знатный. Чайки. Еще вот судно. Смотрите, где оно? Вот на воздушной подушке движется. Вот так вот, такая вот скорость. Ух. Зверь машина. Летают. Что им по воде, что по льду, что по торосу ему одинаково. Мощно, да? Вот тут настоящий экстрим. А если через торосы такой поедет, то там вообще такая светопляска. Супер. А вот тут льды, смотрите, тут льды, и он что делает у нас? Что делает? А, он проходит мимо уже. Чисто по воде. Мощно. Это вот только протока, потом он туда свернет вот налево и по протоке туда еще на саму реку вынырнуть, поплывет.
Так что вот тут, что вы видите, это не основная река. Это просто протока. А река вот за этим островом. Смотрите, люди-то молодцы какие. Пришли, тут камни поставили. Вон с детьми что-то делают. Отдыхают, воздухом дышат. Короче, шашлык-башлык какой-то, еда. Вон они горки собирают. Мы идем, и вот еще тут льдинки. Вот такие вот. Ну, какие-то грязные они уже. На них уже люди, видать, скакали. И они же потаяли. А вот там вот, смотрите, вот тут еще лед. И на этом льду вот эти вот судна стоят. Шли вот до конца 203-го микрорайона. Вот это тоже, это, кстати, сюда переправа на катерах. Тут узкое место получается. Там льды еще не потаяли. Ну что, делаем панорамку, да, выходим тогда, получается, отсюда. Смотрите. Нептун 29. Но эта штука помощнее будет, однако. И здесь вот этот водоем, когда вода уходит, он как купалка используется. Тут получается, вот где деревья, тут песочек. И можно будет так вокруг обходить. Тут, в общем-то, мелко можно покупаться. Так, ну что, последний. Ох, смотрите, какой я. Сейчас вам увеличу. Чайка, он сидит на льдине. Я сижу на льдине, как на бригантине. Помните такую песню? Ой, что, снег пошел, что ли? Точно снег. Ха, такой мелкий какой-то снег пошел. Снежок. Чайка. Еще приблизить. Пумс. Сидят, отдыхают. Так, ну что, всем пока. 19 мая. Город Якутск. Погода нормальная. Паводок нормально тоже проходит. Чуть пораньше, но нормально все в целом.